Воскресный эфир канала БСТ продолжает итоги недели. Добрый вечер. В студии Лина Насырова. И вот ключевые темы выпуска. Большое преимущество, что существующая инфраструктура вся будет использоваться, и стадион «Динамо», и парк. Снесут 22 дома и построят студенческий кампус мирового уровня. Мы действительно имеем крепкие университеты, и нам не стыдно выдвигать их на передовую. Президент Владимир Путин поддержал инициативу строительства Наукограда в Уфе, и на неделе проект одобрило правительство России. Азат Садреев знает, где появится современный студенческий комплекс. Борьба за каждого пациента. Кто-то быстро выздоравливает, кто-то переходит, к сожалению, в новоинфекционное отделение. Коронавирус мутирует и не дает врачам инфекционных больниц ни дня передышки. Наша съемочная группа вновь отправилась в красную зону из ковид-госпиталя Айгуль Хатыпова о непрерывной борьбе за жизни людей. Инзерские зубчатки спасены от огня. Отходите! Отходи! Сотрудникам МЧС с трудом удалось локализовать крупный очаг возгорания в горах Белорецкого района и не допустить перехода низового пожара в верховой. Там, получается, уже опашка идет, и там пожар локализован. То есть он уже в сторону зубчаток не поднимется. На линии огня побывала Анастасия Ильчебаева. Прожил несколько часов. Обвиняемый в убийстве новорожденного ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Стерлитамаке женщина с психическими расстройствами выбросила из окна 3-го этажа новорожденного младенца. Ребенок погиб. А как так допустили, что психбольную в общую палату со всеми? Радмир Азнабаев выяснял, кто виновен в этой трагедии. Триумфальное выступление. Герои золота башкирских спортсменов Рамиль Рабисович, Геннадий Викторович, Николай Алексеевич, огромное спасибо. Спортсмены из Башкортостана показали стопроцентный результат на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров. Я очень сильно настраивался на эту схватку. Очень сильное желание было забрать медаль, этот пояс. Юлия Паршина узнала, кому даже ночью снился заветный пояс чемпиона. Сегодня днем в ДТП погиб мотоциклист. Смертельная авария произошла в Ленинском районе Уфы. По предварительным данным, 36-летний житель столицы, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, двигался по Алексеевскому шоссе. При совершении поворота в сторону Затона столкнулся со встречным мотоциклом Honda. На спидометре двухколесного транспортного средства стрелка замерла на отметке в 110 км в час. В результате ДТП мотоциклист, неустановленный мужчина на вид 30 лет, скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются. Правоохранители продолжают уточнять причины аварии, произошедшей накануне в Гафурийском районе. Там на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Белое озеро Дарьино водитель легкового автомобиля Ford Focus не уступил дорогу многотонному составу. Локомотив подмял под себя иномарку, превратив его в груду металлолома. Известно, что в момент столкновения в машине находилось 4 человек. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте. Двое доставлены в больницу города Стерлитамака. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Рост заболевших, заполненные больницы и новые симптомы. За неделю в республике погибли 70 человек с диагнозом коронавирус. Еще 12 случаев смерти было зарегистрировано за последние сутки. Всего же за время пандемии коронавирус унес жизни почти 1000 жителей республики. В стационарах находится 838 пациентов, и большая часть – это категория 60+. Но болеют не только пожилые. В госпиталях все больше молодых и людей среднего возраста. Врачи бьют тревогу, болезнь становится все более непредсказуемой. Наши корреспонденты вновь отправились в красную зону, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Репортаж Айгуль Хатыповой. Я задыхалась.
35% поражения легких, 18 дней в реанимации. В этом году Флюза Имамуддиновна отпразднует сразу 2 дня рождения. На неделе пенсионерку перевели в палату интенсивной терапии, а в октябре ей исполнится 70 лет. Но даже сейчас под кислородной маской, плотно опутанная проводами, Флюза Сыртванова не теряет позитивного настроя. Как себя чувствуете сейчас? Отлично. Там, не знаю, плюнула бы, да, обратно отскочит на них. Всю жизнь Флюза Имамуддиновна помогала врачам спасать людей, стала почетным донором Советского Союза. А теперь благодарит медицинских работников за собственную жизнь. И кричит, мы же ее теряем. А мне ведь это не слышно было. Не очень-то и приятно, что меня теряют где-то. Нашли? Да, нашли. Самому страшному врагу я сюда не пожелаю. Самому последнему даже говорю. Но ребята молодцы, я в шоке. Такие ребята здесь. Вдох и выдох. Без дополнительной подачи кислорода мужчина по-прежнему не может. Воздух под постоянным давлением подается в дыхательные пути через СИПАП-маску. Говорить больше пары минут пациенту трудно. Свои успехи в борьбе с коронавирусом показывает знаками. После маски бывают такие вот прожни, но это проблема везде. Проблема, так скажем, всемирная, всеобщая. Пациентов после ИВЛ видно сразу, по кровавым мозолям на лице. Самое страшное для них позади, но борьба продолжается. Инфекционное отделение в Бирской больнице по-прежнему забито под завязку. 16 вот таких инфекционных боксов, 45 пациентов. Из них 5 сейчас находятся в реанимации на ИВЛ. За каждым таким стеклянным окошком пациент с диагнозом коронавирус. Вздохнуть свободно не могут и врачи. Вирус стал агрессивнее. Каждый день статистика показывает и доказывает, болеть стали чаще. Вообще много пациентов поступает в госпиталь практически постоянно полный. Одышка, слабость, вялость. Бывает, то есть не легочное проявление, так скажем, так как вирус, в принципе, тропен ко всем тканям организма. То есть и сердечно-сосудистую систему поражает, и головной мозг, почему пропадает, и запахи, обоняние, все это. Кто-то быстро выздоравливает, кто-то переходит, к сожалению, к нам в реанимационное отделение. Врачи, медсестры и санитарки день за днем ведут бой с невидимым врагом. Так было и полвека назад, вспоминает Анна Салеева. Женщина большую часть жизни проработала фельдшером скорой помощи и до сих пор хорошо помнит прошедшие события. Это было в 1974 году. Грипп такая же была, вот такая же картина была. Мы боролись. Тогда тоже поголовно умирали, осложнение давало. Сколько? Семьями лежали. Здесь уже люди сами контактируются. Там люди уже перестали контактироваться, сразу остановилось. Вот это распространение 2 года, наверное, вот так все бурно шло. И люди сознательны. И сразу прививки начали мы. Теперь же врачи ведут борьбу за ее жизнь. Единственное, о чем сейчас жалеет пожилая пациентка, что не успела вакцинироваться из-за проблем со здоровьем. Вот все тяжелые пациенты, они все не привиты. Врачи встревожены. Коронавирус мутирует и дает новые симптомы, новые осложнения. Вакцины и противочумные костюмы защищают медицинских работников от инфекции, но не спасают от усталости. Тяжело морально больше, наверное, тяжело работать. Смотреть на страдания людей, когда люди практически разговаривают с тобой, задыхаются, страдают. В этот момент очень тяжело. А на улице настоящее августовское лето. Жарко, солнечно и очень спокойно. И сложно поверить, что еще буквально несколько минут назад мы вышли из здания вот этой больницы, где продолжает кипеть борьба за жизнь каждого пациента. О том, что мы действительно были в красной зоне, продолжают напоминать следы на лице. Наверное, такой же след оставит в нашей душе и пандемия, даже когда мы шаг за шагом вернемся к прежней жизни. Возможно, мир станет немного иным, но врачи по-прежнему останутся в больницах и будут делать все возможное, чтобы люди просто продолжали жить. Я жить хочу. Айгуль Хатыпова, Вадим Исламов и Мунир Вильданов. Итоги недели. В Башкортостане продолжают бороться с лесными пожарами. Самые крупные очаги в Бурзянском и Белорецком районах. В последнем огонь находится недалеко от инзерских зубчаток и подступал к Южноуральскому заповеднику. На месте работала и наша съемочная группа. Репортаж Анастасии Чебаевой. Отходите! Отходи! Молодцы, парни! Самое страшное – это когда низовой пожар пытается карабкаться наверх. Пожарным приходится уже в горящем лесу спиливать деревья, чтобы по верхушкам огонь не пошел дальше. Вот так выглядит картина с воздуха, когда удается преградить путь пламени.
Огонь в Белорецком районе забрался в самые непроходимые места. К очагу пожарным и лесникам пришлось буквально прокладывать дорогу среди камней и густого леса. 2 суток бульдозеристы почти не спали. И, конечно, по еще недавно непроходимой чаще даже сейчас пробираться тяжело. Дорога к месту возгорания только от Терлян занимает около 3 часов. И все бы ничего, если бы путь не пролегал по такому сплошному бездорожью. Машина местами наклоняется так, что кажется, вот-вот завалится на бок. И тут нужно сказать большое спасибо нашему водителю Александру за его мастерство, благодаря которому наш автомобиль все равно уверенно стоит на 4 колесах и даже едет. И вот, наконец, виден лагерь. Газ вез не только нас, но и продукты. Вовремя утром доели последние припасы. Разгружать кузов особо некому. Все 70 человек на пожаре. Участок 190 гектаров. Накануне локализовали, но огонь внутри окружения еще не потушен. Итак, у нас инзерские зубчатки. Мы сейчас где? Мы находимся вот здесь, вот в этом месте. Зона распространения огня началась вот отсюда где-то, из-под горы. Называть разведку этой местности, да. Ну, на гору. На гору, да, подняться. Еще раз посмотреть те места, где у нас... Потому что у нас два самых угрозы сейчас стоит вот здесь вот, да, и на горе. На вес золота были спасатели, которые отлично знают территорию вблизи инзерских зубчаток. Они первые и шли в разведку еще до тяжелой техники. Прогорает немножко, да? Вот эти участки. Там, получается, уже опашка идет, и там пожар локализован. То есть он уже в сторону зубчаток не поднимется. Волонтеров здесь нет. Пожар тушат сотрудники МЧС и лесники. Местность сложная и опасная. Вокруг густой лес, скалы и каменные валуны. Квадроциклы, конечно, для такой местности самое удобное транспортное средство для передвижения. С их помощью можно оперативно доставить какое-либо оборудование со снаряжением и провести разведку местности. В течение 10 минут они прибывают в любую точку пожара и могут предотвратить переход низового в верховой. То есть благодаря этой группе мы, по сути, и спасли природный заповедник, да. Если бы огонь перекинулся туда, это стало бы настоящей катастрофой, говорят пожарные. В Южноуральском заповеднике деревья растут очень плотно друг к другу. Пожар буквально бежал бы по верхушкам, а хвойные сгорают секунд за 15. Вот примерно так низовой переходит в верховой. Эти кадры снял спасатель Фидель Залилов в самое горячее время. Да, вчера здесь были несколько очагов прям очень активных. Ну, видно здесь, что большие деревья даже горели. То есть здесь отстояли, потому что есть возможность подъехать к цистерне и уже с рукавов проливали. Ну и мелкие очаги дотушивали уже с ранцевых огнетушителей. Особую сложность доставляют валуны, разбросанные по лесу. Передвигаться приходится, перепрыгивая с камня на камень. Легко и провалиться в тлеющем муравейник, которых здесь десятки, или в труху. Говорю, только-то шел перед вашим приездом. Уже, можно сказать, огонь. Это сейчас здесь дороги, а еще недавно была непроходимая, как говорят местные, башкирская тайга. Тут и нога туриста не ступала. Связи здесь практически нет. Мы сейчас с Андреем, сотрудником пресс-службы МЧС, пытаемся пролезть наверх, где, вроде бы, как говорят, есть единственная точка, где еще ловит мобильная сотовая связь, чтобы связаться с редакцией и оперативно передать данные. Забраться нужно на самую вершину, и путь этого стоил. Не только ради сотовой связи, но и ради потрясающих видов. Жаль только, что повод посещения этих мест печальный, а дым от пожара еще поднимается над лесом. За сохранение этой удивительной природы вместе с пожарными борются и егеря. Мы здесь за это и стоим стеной. Уже я вторую смену. Сейчас придет до конца смены, хоть жара, не жара. У нас там вообще страшно же, это же вообще не остановить будет. Там же сухостой, курумники, там вообще невозможно будет тушить даже. Вместо квадроцикла у него малыш, который своим размером имени перестал соответствовать еще пару лет назад. С огнем борются и белорецкие пожарные ребята из Уфы. Среди них 55-я спецчасть, с которой мы познакомились на другом пожаре еще неделю назад. В Хайбулинском районе, если не ошибаюсь, 10 суток. Здесь уже 4-й, по-моему. Уже как бы и не считаем. Работаем, пока не потушим. Никто не жалуется. Уже через несколько часов после этих слов прозвучит долгожданная фраза: «Пожар ликвидирован, огонь удалось остановить». Часть ребят отправляется домой, но жара может не дать времени на отдых. Пожары продолжаются в других местах. Выдохнуть можно будет лишь когда солнце скроется за дождевыми тучами. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев. Итоги недели.
В Уфе появится студенческий кампус мирового уровня. Его строительство одобрили в правительстве России. Он получит федеральное финансирование. Из почти 30 заявок, поступивших от регионов, в Минобре отобрали 8 лучших. В число победителей вошел и проект из Башкортостана, который поддержал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Радием Хабировым. Где построят Наукоград и для кого, расскажет мой коллега Азат Садреев. Большое преимущество, что существующая инфраструктура вся будет использоваться, и стадион «Динамо», и парк. Современный кампус мирового уровня возведут в самом центре столицы. В ближайшем будущем заросший склон реки Белой станет точкой притяжения студентов. Изначально Наукоград планировали расположить в Демском районе, но позднее его было решено перенести поближе к Башкирскому государственному университету на территорию бывшего завода имени Кирова. В ходе обсуждения с учеными стало понятно, что площадка центральная, она более удобная будет именно для тех агентов, которые в кампусе в дальнейшем будут существовать, скажем так. Да? Именно этим была обоснована смена площадки и вот выбор территории, прилегающей к БГУ, как наиболее такой потенциальный. Проект студенческого кампуса мирового уровня поддержало федеральное правительство. Эту новость прокомментировал в своих соцсетях глава республики. Радий Хабиров отметил, что вердикт федерального Кабмина – это важнейшее достижение высшей школы и науки региона. То, над чем долгие годы работали ректоры вузов и власти, становится реальностью. На строительство студенческого кампуса направят десятки миллиардов рублей, которые пойдут на общежития, научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для учащихся и преподавателей. Мы получим уникальное сооружение в центре города. Это как раз и точка притяжения сюда и тех людей, кто собирался уехать, решил остаться, и тех, кто живет в других городах и будет планировать поступать в наш университет, и для научной общественности, и для ученых из других городов и регионов. Это в любом случае одно из направлений нашей экономики, которое мы будем развивать. Создать кампус в Уфе планируют в рамках формирования в республике Евразийского научно-образовательного центра, который в конце 2020 года получил федеральный статус. В состав участников НОЦ входят 6 вузов, Академии наук России и Башкортостана, более 2 десятков предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения и медицины. Проект реализуется по инициативе главы региона Радия Хабирова. Поддержка федеральным правительством инициативы по созданию кампуса мирового уровня в Республике Башкортостан – это действительно большое достижение главы региона, всей их управленческой команды, наших коллективов университетов. Безусловно, без федеральной поддержки, чисто за счет средств университетов региона, инфраструктурные проблемы, которые в рамках кампуса студенческого городка решаются, невозможно решить. Это потянет не только экономику республики, а всю республику вперед. И мы за короткое время продвинемся в научном плане и в образовательном плане очень высоко. Студенческий городок включит в себя 3 составляющие – образование, науку и инновации. При этом он будет обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни. У 40% населения Башкортостана, проживающих сейчас на селе, появится возможность не уезжать из республики, а регион будет притягивать талантливую молодежь не только со всей России, но и из-за рубежа. Основной акцент сделают на исследовательских лабораториях. Очень важно понимать, что именно создание такой общей площадки для взаимодействия, для коммуникации студентов разных специальностей, разных университетов, разных курсов очень важным является как раз с точки зрения получения нового научно-исследовательского результата, то есть создания новых технологий, продуктов, решений, патентов и так далее. С точки зрения учебного, образовательного, научного процесса, то мы здесь тоже сегодня уже в рамках научно-образовательного центра Евразийского предлагаем и новые направления по бакалавриату, и по магистратуре, и по аспирантуре. И мы тоже предлагаем лучшие образовательные треки, которые соответствуют мировым трендам и мировым тенденциям. А ребята будут заниматься не просто научными исследованиями, а которые сегодня востребованы именно на мировом рынке, так называемым мировым фронтиром. По словам ученых, все открытия зарождаются и появляются на стыке наук. Кампус эту задачу решает автоматически. В многочисленных современных лабораториях сообща смогут работать физики, биологи, гуманитарии и технари. Такого в истории региона еще не было. Кампус мирового уровня, он станет как раз тем самым недостающим пазлом в целой экосистеме, которая будет создана в республике. В республике начата большая работа по трансформации научного и образовательного
общеобразовательного комплекса. Поэтому здесь, конечно, мы наконец-то, я надеюсь, развернем тот самый вектор, который на сегодняшний день имеет место быть. Это отток нашей золотой молодежи, нашего золотого генофонда республики. Комфортные условия работы и жизни, высокие зарплаты, инициативные команды, интересные задачи – все это привлекает молодых специалистов в первую очередь. У проекта мирового уровня есть реальные перспективы стать кузницей талантов, центром притяжения молодежи, увлекающейся наукой и технологиями. Кампус закроет потребности в проживании более 2500 студентов, а развитие инфраструктуры позволит укрепить позиции республики в сферах образования и научного туризма, говорят специалисты. Завершить строительство Евразийского научно-образовательного центра планируют в 2024 году. Азат Садреев, Айгуль Хатыпова, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. На личном контроле глава Башкортостана Ради Хабиров призвал руководителей муниципалитетов не допускать срывов до газификации населенных пунктов. Поручение обеспечить подводку коммуникации в газифицированных селах до границ негазифицированных домовладений без привлечения средств населения дал президент России Владимир Путин. Чтобы получить эту услугу, собственники домов и квартир должны оставить заявку на сайте компании «Газпром Газораспределение Уфа», на портале единого оператора газификации России или отделения МФЦ. Для координации работы по выполнению задачи руководство страны в Башкортостане создали региональный штаб по газификации. Это огромная работа. 22 миллиарда, да, предполагается? Да. Вот чтобы выполнить поручение президента, пойдет на это дело 22 миллиарда рублей. Это очень хорошее дело для наших жителей. Значит, главам муниципалитетов я обращаюсь, пожалуйста, потому что сейчас надо, очень важно начать с населением. Чтобы ускорить решение поставленной задачи, Министерство земельных и имущественных отношений республики и компания «Газпром Газораспределение Уфа» заключили соглашение, которое сократит сроки реализации послания президента России. Задача догазификации, поставленная главой государства, предусматривает подведение сети к 180 тысячам участкам в 2500 населенных пунктах Башкортостана. Подписанное соглашение также позволит в 2 раза сократить сроки оформления права на земельные участки на основании схемы газоснабжения населенных пунктов. Мы совместно отработали, чтобы можно было рассмотреть все возможные сроки, которые мы можем сократить в рамках соглашения, для того, чтобы как можно быстрее газ дошел до людей. И они его получили и могли им пользоваться. Потому что это благосостояние народа. В любом случае, когда удобно пользоваться, и мы можем двигаться дальше. Сейчас у нас идет сбор заявок. Мы начали его с конца июля. Планируем мы начать работу после подписания нормативно-правовых актов правительством Российской Федерации. Это ориентировочно где-то середина сентября. Соответственно, вот все заявки, которые были приняты, будут уже обрабатываться здесь в рамках данного соглашения в ускоренном порядке. Ужасная трагедия произошла на этой неделе в Стерлитамаке. В родильном доме номер 1 одна из рожениц выкинула в окно младенца с соседки по палате. Малыш умер. Как выяснилось, злоумышленница страдает психическим расстройством. Но каким-то образом за неделю до родов ее выписали из психбольницы. Обвиняемую взяли под стражу, но заседание об избрании меры пресечения проходило не в стандартном формате. Суд проходил в лечебнице. Прокуратура республики организовала комплекс проверок в отношении медучреждений на предмет качества оказания медицинской помощи. С самого начала истории за ней следил наш корреспондент Радмир Азнабаев, который провел собственное расследование. В ночь с понедельника на вторник в Стерлитамакском роддоме не спалось. Это окна, где горит свет той самой палаты, где и произошла трагедия. Всю ночь внутри работали следователи. А это с какой стороны произошло? Вот 3 окна горят. А, там до сих пор. Ну там уже все убрали, все это. А вот кадры внутри злополучной палаты уже работают прокуроры. Обвиняемая в убийстве новорожденного Алина Арысланова лежала у стены, а через кровать Виктория, которая родила своего младенца с разницей в 2 часа от Алины. Обе после кесарево сечения. В тот день медики принесли им грудничков на кормление. Она подбежала сюда и окно было закрыто. А дети находились при них почему? Приносят на кормление, и, соответственно, положено детям
находиться с мамой, потому что они должны пребывать с детьми в палате совместного пребывания. Мама и ребенок должны быть вместе. Помимо обвиняемой и потерпевшей, в палате находились еще 2 пациентки, также после операции. Врачи рассказали, почему Арслановой никто не смог помешать выбросить чужого младенца. Здесь находились, значит, после спинальной анестезии, значит, ноги у них еще остались парализованные, они не могут ходить. Падение с 3-го этажа для однодневного малыша оказалось смертельным. Сотрудники роддома пытались реанимировать новорожденного, но попытки оказались безуспешными. Подозреваемую перевели из перинатального центра в психоневрологический диспансер. Следы от крови быстро отмыли, чтобы не запугать других пациенток в положении. Как выяснилось, обвиняемая была с психическим расстройством. Ее недавно выписали из психоневрологического диспансера. Примечательно, но Арсланова сама работала врачом. Каждый год проходила медобследования, в том числе и у психиатров. Душевное расстройство появилось во время беременности. Диагноз – депрессивный эпизод тяжелой степени. Прокуратура организовала проверки в отношении роддома и психоневрологического диспансера, который выписал женщину. Прокуратурой города Стерлитамака по поручению прокуратуры Республики Башкортостан организована проверка с привлечением специалистов территориального отдела Росздравнадзора Республики. Проверки будут проведены в Стерлитамакской психиатрической больнице, а также в перинатальном центре города Стерлитамака. В настоящее время проверка на предмет качества оказания медицинской помощи в указанных лечебных учреждениях продолжается. Пустой взгляд в пол и сломанный ноготь на указательном пальце правой руки. Уже в палате психбольницы Арсланова в ожидании меры пресечения. Процесс проходил в стенах лечебницы. Из-за агрессивного поведения и тяжелого состояния после кесарево сечения в зал заседаний она явиться не могла. Судом в ходе выездного заседания по ходатайству органов Следственного комитета 29-летней жительницы Мякинского района, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Никто из семьи погибшего младенца не приехал на заседание. В этот день они хоронили малыша. Он должен был стать 3-м сыном в семье. На следующий день в соцсетях Виктории появился пост, в котором она назвала имя своего младенца, выложила его посмертную фотографию и рассказала, что ни на кого не держит зла. Мы не держим зла и всех прощаем. И роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем, потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить. А вот Арсланова на процессе об избрании меры пресечения так и не принесла семье погибшего младенца извинений. Она лишь просила увидеться со своим ребенком, но пока этой встречи быть не суждено. Обвиняемая отправится в СИЗО. Ее новорожденную дочь забрал отец. В психиатрической больнице пока еще пациентка Арсланова пробудет неделю, ровно до того момента, когда швы от операции не заживут. Сейчас возле ее палаты круглосуточно дежурит полицейский, а после ее этапируют в следственный изолятор. Радмир Азнабаев, Ренат Кашапов, Вадим Исламов, Иван Шабрин и Вадим Фазлидинов. Итоги недели. Стерлитамак. До 40% строительно-монтажных работ на восточном выезде будут выполнены до конца года в Башкортостане. Об этом заявили в Башкирской концессионной компании, которая занимается возведением объекта. С рабочим визитом здесь побывал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев. Уникальные кадры в нашем материале. Это архивные кадры. Январь прошлого года. Ради Хабиров на выездном транспортном часе дает старт работам на восточном выезде. Большая стройка началась. Есть постоянные конструкции в бетоне, очень много арматуры. Только одной арматуры на объекте более 20 тысяч, а одного из только наименований. Да, если взять в целом, то их несколько десятков тысяч тонн только на тоннельной части. Да. Вот, соответственно, и огромное количество бетона. Спустя 20 месяцев строительно-монтажные работы выполнены на 27%, а к концу года этот показатель планируют довести до 40%. На объекте работают более 2000 человек, и набор еще будет продолжаться по мере наращивания темпов производства. Масштабы впечатлят кого угодно. Тем самым достичь скоростей проходки порядка 150-160 метров в месяц. По характеристикам, значит, объект является уникальным ввиду своего неглубокого заложения. Что касается геологических условий, геологические условия непростые, но проектом предусмотрены все необходимые мероприятия для того, чтобы объект эксплуатировался безопасно. В январе прошлого года работы в тоннеле шли только на одном участке. Сейчас же на 5 и в ближайшее время добавится еще один. Он сооружается новоавстрийским способом, то есть сначала идут работы по проходке. Как говорят строители, северный и южный входа в тоннель на полное сечение, то есть друг к другу.
Как видите, мы продолжаем очень активно реализацию этого важного проекта в рамках комплексного развития транспортной системы нашей Уфимской агломерации. Очень важна в реализации данного проекта поддержка федерального центра, потому что в связи с известным ростом цен на строительные материалы, на металл, те средства, которые были запланированы изначально, очевидно, что их будет недостаточно. И очень оперативно федеральный центр помогает нам решать эти вопросы. Вот на днях было принято важное решение, что нам доведено дополнительные средства в размере 1,7 миллиарда рублей. Сейчас на 28% оценивается готовность моста и эстакады, расположенные в Зауфимье. До конца года планируется возвести до 48% от этого большого участка. А из 66 опор эстакады соорудили 18. Также идет отсыпка песчано-гравийной смеси для дороги. Задача восточного выезда – разгрузить дорожно-уличную сеть Уфы. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию объекта, это планируется в декабре 2023 года, каждые сутки здесь будут проезжать более 22 тысяч автомобилей. И это станет настоящим драйвером развития инфраструктуры региона. Екатерина Тимиряева, Азамат Мухамедшин, Родион Матвеев, Игорь Иванов. Итоги недели. Далее о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Динары Таймасхановой. Верховный суд республики вынес решение в деле о незаконном увольнении работников Белорецкого хлебокомбината. В начале этого года около сотни сотрудников предприятия остались без работы. Написать заявление их вынудили. Ранее суд первой инстанции удовлетворил требования только части сотрудников. Другим пришлось искать справедливости уже в Уфе. Суд постановил не только восстановить на работе 38 уволенных сотрудников. Хлебокомбинат должен будет выплатить им деньги за вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда. Такое решение не устроило ответчика, он намерен обжаловать решение суда. Минстрой Башкирии утвердил среднюю рыночную стоимость жилья в регионе. В городах и городских поселениях цена за 1 квадратный метр определена в 51 073 рубля. В районах жилье оценили дешевле – 43 412 рублей. Средняя стоимость утверждается для расчета размера субсидий, которые выделяют гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Субсидии предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Отмечу, что по сравнению со вторым кварталом текущего года цены подросли почти на 3000 рублей за квадратный метр. В Уфе задержан начальник одного из отделов ГИБДД, бравший взятки. Фигурантом уголовного дела стал 35-летний полицейский. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 250 тысяч рублей. Подозреваемый руководил отделом Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений ГИБДД Башкирии. По предварительным данным взятки правоохранитель получал за выдачу водительских прав лишенникам, без сдачи повторных экзаменов и без отработки наказания. Башкирский санаторий в Крыму должен принять первых отдыхающих в следующем году, а на полную мощность заработать в 2023. Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Речь о детской здравнице юбилейной в городе Евпатория. Реконструкция там ведется с 2017 года, когда Республика Крым передала санаторий в собственность Башкирии. В первую очередь строители должны были уже завершить, но сроки сорваны. Андрей Назаров дал неудовлетворительную оценку ответственным ведомствам. Для ускорения процесса он поручил создать рабочую группу, которая в течение месяца отправится в Крым для изучения обстановки на месте. Впервые в истории уфимец прошел пешком весь Уральский хребет. Рекордный маршрут длиной более 3000 километров Олег Чагадаев преодолел за 109 дней. Все, друзья, это финиш. Старт путешествия был взят на реке Урал. Олег прошел по Зилаирскому плато, Иремелю, Таганаю, посетил Мань-Пупунер и другие достопримечательности Урала. В среднем мужчина проходил по 30-40 километров в день. Питался сублимированной едой, которую получал несколько раз с помощью забросок. Воду брал из природных водоемов и родников. Под конец похода в тундре полярного Урала познакомился с оленеводами, которые накормили его сырой олениной. Мужчина планирует написать книгу. В ней он расскажет, как пройти весь Урал, пересечь всю Россию от южной границы Казахстана до Северного Ледовитого океана и где спрятаны 5 уникальных серебряных кладов, чтобы любой желающий мог попытаться их найти.
Межведомственная рабочая группа по вопросам недропользования, созданная Радием Хабировым, остановила работу компании «Альтинвест». Деятельность золотодобытчиков вблизи села Уразово Учелинского района по предварительной информации велась с множеством нарушений. Проверяющие предполагают, что произошел самовольный захват территории и осуществляется незаконная добыча драгоценного металла. По итогам заседания рабочей группы вице-премьер правительства Азат Бадранов объявил представителям «Альтинвеста», что перспективы у них нерадужные, нарушения серьезные. Скорее всего, деятельность предприятия будет приостановлена, а лицензия отозвана. Ну и напомню, что Уфа в эти дни встречает конкурсантов финала национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Кроме аномальной жары, Башкирия удивляет прибывших своим гостеприимством. Представители республики Саха отведали чак-чак и свежий кумыс прямо на ЖД вокзале. Сегодня утром в аэропорту встретили делегации из Москвы, Костромской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республики. До старта финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» осталось всего 3 дня. Столица готова принять порядка 2000 конкурсантов из 76 регионов страны. В стране сегодня отмечается один из самых молодых праздников – День российского флага. На республиканском сборном пункте состоялось торжественное поднятие триколора в присутствии ветеранов военной службы и воспитанников военно-патриотических клубов. А после состоялась экскурсия по музею. Традиционно в преддверии праздника проходят флешмобы, активисты раздают трехцветное полотно жителям страны. И 22 августа флаг России вывешивают на балконы и окна. В Уфе завершился чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. 2 борца из Башкортостана стали его триумфаторами. Адлану Амриеву и Саид Хусейну Бакаеву не нашлось равных в своих весовых категориях. А сестры Мурзабаевы и Валерия Давыдова из Стерлитамакского района на троих заработали 6 медалей различного достоинства в грэблинге. За 10 дней турнира лучших выявили в 4 дисциплинах среди 1500 участников из 55 стран мира. Соревнование привлекло внимание всего борцовского сообщества и совершенно точно стало важным этапом для развития этого спорта в Башкортостане и в стране. Подробности в следующем сюжете. О том, что чемпионат мира среди юниоров пройдет в Уфе, стало известно 3 года назад. На заседании Международной федерации в сентябре 2019-го приняли решение, что крупный спортивный форум пройдет в столице республики. Башкортостан поддержали на высшем уровне. Тогда никто не знал, будет ли вообще кто-то из наших спортсменов представлять Россию на турнире. О медалях даже не думали. Но проведение первенства мира в Уфе воодушевило борцовскую общественность региона. К тому времени в Башкортостане по инициативе Радия Хабирова стартовал федеральный проект «Борьба в школы». А еще через год в Уфе провели Кубок России по греко-римской борьбе. Поблагодарю отдельно, Радий Фаритович, вас, всю республику за то, что в прошлом году пандемийном, жестком, в период, когда еще санитарные ограничения были иногда очень противоречивы, вы вместе с руководством, вместе с жителями республики приняли на себя не просто решение, а обеспечили проведение Кубка. И вот спустя всего 3 года Уфа приняла юниорский чемпионат по спортивной борьбе, а 2 спортсмена из Башкортостана стали его триумфаторами. Первым соперником Бакаева стал вице-чемпион мира 2019 года Зия Бабашов из Азербайджана. Во втором раунде чемпионата борец из Белорецка победил имама Мохаммади из Ирана. В полуфинале он встретился с румыном Мануэлем Стойкой, но никто из 3 соперников не помешал Бакаеву выйти в финал. В переломный момент решающей схватки Саид Хусейн Бакаев выигрывает челлендж и вместо 2 очков получает 4. После этого башкирский борец уже не отдал ни одного балла сопернику из Грузии, победив досрочно ввиду явного преимущества 9-0. Я очень долго шел к этому. Я очень сильно настраивался на эту схватку. Очень сильное желание было забрать медаль, этот пояс. Он прям ночами снится мне. Да? Как долго? Очень давно. Вторым представителем республики на чемпионате стал Адлан Амриев из Уфы. Спортсмен выступал в весовой категории до 87 килограммов. Кстати, он до последнего дня не знал, найдется ли ему место в составе на домашнем чемпионате. Борец больше месяца восстанавливался после травмы.
В финале чемпионата мира на уфимском ковре Адлану противостоял голландец Тайрон Стенкенбург, но борец из Башкортостана не дал усомниться в своем превосходстве, оправдав надежды тренеров и республики. Второе золото башкирских спортсменов. Рамиль Раписович, Геннадий Викторович, Николай Алексеевич, огромное спасибо. Финалистов чемпионата с трибун поддерживал глава республики Ради Хабиров, вместе с болельщиками радуясь успехам российских спортсменов. Впереди новые цели и мечты, которые теперь кажутся вполне реальными. Мне всегда хотелось, чтобы у нас появился парень, чемпион Олимпийских игр по борьбе. У нас, вы знаете, разве другие виды спорта. Мы порадовали, наши спортсмены, раперисты порадовали, у нас золотая и серебряная медаль. Вот хотелось чемпиона по борьбе. Парень очень хороший. Вот специалисты сразу сказали, у него такой арсенал приемов, он показал довольно экзотичные приемы, пытался вертушку сделать, пытался мельницу сделать. Порадовались. Главными конкурентами российских спортсменов в греко-римской борьбе были представители Ирана и Турции. А вот американцам не хватило опыта. Их коронные дисциплины – это вольная и женская борьба. Я в Уфе первый раз, но нет времени в город увидеть. Очень заятый. У меня 3 команды. Одна поканчивает, другая начинает. Но все в порядке, люди хорошие, борьба хорошая. Это юниоры. Юниорский чемпионат мира в Уфе станет глобальным смотром потенциальных участников Парижа 2024. В истории есть множество ярких примеров, когда призеры первенства спустя время становились победителями Олимпийских игр. Этот турнир – трамплин для 2 следующих Олимпиад. Спортсмены сейчас в таком возрасте, когда нужно побеждать и заявлять о себе. Это время больших возможностей и достижений в спорте. В итоге российские спортсмены завоевали в грэпплинге около 30 медалей высшей пробы. В женской борьбе представителям национальной команды удалось выиграть 3 золотые награды, в вольной борьбе только 2. Это спорт, здесь так бывает. Другие школы борьбы в странах, они тоже растут, они тоже совершенствуются. И мы видим, что конкуренция, она становится все сильнее и сильнее. Одним из самых ярких болельщиков на трибунах стал Пайзула Умаров. За 10 дней чемпионата он не пропустил ни одной схватки. Заслуженный тренер России уже 50 лет работает с детьми у себя в станице Наурской Чеченской Республики. На чемпионате он болел за сборную России, но персонально за своего воспитанника Ислама Алиева. Спортсмену удалось взять золото юниорского турнира. Эти кадры мы сняли в подтрибунном помещении, где встретились наставник и ученик. Пайзула Умаров не сумел сдержать слез и еще долго стоял, обнявшись со своим воспитанником. Это его 15-й чемпион мира. Он не сможет сказать на камеру, но позже добавит вслух, что счастлив от осознания того, что все силы в молодости были отданы делу, которое не стареет. Юлия Паршина, Вахид Халимов, Нурислам Хайриев, Азат Петров и Владислав Минязев. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо за внимание. Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале БСТ.